такая проблема, как проблему решить надо, чтобы соответствовало тепло-то. И тепло-то в квартире было. Елена Алексеевна, с вами сейчас по вашему вопросу пообщается Ольга Михайловна Микушева, исполняющая обязанности начальника отдела по работе с территориями Департамента ЖКХ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми. Послушайте, что она вам скажет. Елена Алексеевна, скажите, пожалуйста, у вас... Елена Алексеевна, а скажите, пожалуйста, у вас только предыдущий год и этот холодно или всегда так было? Мы живем второй год всего в этой доме, новой еще 1,5 года, наверное, как сдам. То есть причина непонятна, почему холодно. А холодно только у вас в квартире или во всех квартирах? В прошлом году вызывали комиссию, ходила комиссия, там были представители Виннера, вот как бы дом обслуживает Виннер, ну там это с компанией Виннер. Виннер мы сейчас обращались, они нас отпихивают в аварийную свою службу. Аварийная служба, конечно, безрезультатна, там ничего они не предпринимают, никаких действий. В прошлом году ходила комиссия, там и УКС, и УКР ходили представители, когда дом был сдан. И с Виннера были представители, в общем, друг на друга что-то они распихивали. В общем, в итоге, как бы, сказали, что вроде как бы какие-то вопросы должен выполнять УКР. Даже какие-то неполадки должны были весной УКР доделать что-то. Представитель Виннера был, головой покачал, что действительно там холодно, в квартире были они. Видели, что у нас холодно в квартире. Но ничего, видимо, за лето не исправили, ничего не сделали, потому что отопление только сейчас включили, и опять же холодно. Но, как еще я слышала, председатель ПСЖ тоже не знает, куда обращаться. К нему мы не раз обращались, он же я уже не знаю, куда обращаться. Елена Алексеевна, я думаю, что вам нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Республики Коми. Сейчас Любовь Юрьевна как раз подходит, Она подойдет? да. Да, я думаю, что вам нужно обратиться к ним, они уже выяснят причины и предпримут какие-то меры, если вы уже обращались в разные инстанции. Поэтому в жилищную инспекцию не обращались, да? Не обращались, приходили представители. Жилищная инспекция как раз является органом, уполномоченным на осуществление государственного жилищного надзора на территории Республики Коми. Она осуществляет контроль за качеством предоставляемых коммунальных услуг, а у нее есть рычаги воздействия на и управляющие компании, и на другие органы. Поэтому обратитесь, пожалуйста, к ним. Где это находится? Адрес какой? Любовь Юрьевна, Ленина 73. Ленина 73. Можно обратиться как устно, так и письменно с заявлением. Государственная жилищная инспекция Республики Коми. Еще, простите, пожалуйста, вот такая просьба к вам. Вот, когда к службе по тарифам, вот когда формируется служба, в следующий год уже будут утверждаться службы по тарифам, вот скоро уже, наверное, если не утвердили, смету составлять будете, вы же заложите опять снова такие большие суммы за оплату. Хотя своя котельная в доме, в принципе-то. У вас своя котельная в доме, я немного не понял. Своя котельная в доме. Но дело в том, что вот когда ходили вот эти представители, они сказали, что полдома вроде топится хорошо, жарко у них, а полдома мерзнут. В том числе вот мы. То есть у вас не централизованная поставка тепла? Нет. Нет? Ну тогда для вас мы тарифы не устанавливаем. Откуда тут тарифы тогда? Соответственно, для вашей котельной, поскольку это ваша собственная котельная, это общедомовое имущество, все собственники помещений обслуживают эту котельную, несут расходы сообща, пропорционально своей доле в праве общей собственности, то есть пропорционально квадратным метрам жилой площади. Тарифы для вашей котельной, если это действительно ваша котельная, я просто не знаю, тогда не устанавливаются. Нет, утверждать кто будет? Общим собранием. Общее собрание? Да. Кстати, дочь писала письмо в службу по тарифам весной этого года. Ответ не приходил, конечно, но ответ довольно-таки такой был отписка, так сказать. Она вот обращалась, но ничего там не отмечено было, что сами утверждают. Тарифы на 12 год не были утверждены по данному дому. На 13 год вот там ей написали какие тарифы. Письма-то у меня нет вот под рукой. Я в Бумаге проживаю. Да, Елена Алексеевна, а вы еще ваш телефон скажите, пожалуйста. Мой 21 07 97. Так, адрес мы записали, 65 лет Победы, 1528. Да. Ну, телефончик это мой, у дочери нет телефона домашнего. Угу. Хорошо, письмо мы посмотрим, но если это, как вы говорите, действительно ваша котельная, то тарифы нами не утверждаются, действительно, и решение о том, как содержать эту котельную, какую плату вносит каждый собственник, принимается общим собранием. Но я посмотрю. Такие тарифы очень, не знаю, вообще большие тарифы. Но дело в том, что проблема, что цепилась вот эта самая, а
меня. Вот по первому вопросу мы передадим Любовь Юрьевне всю информацию Дорониной, да, заместителю руководителя Госжилинспекции Республики Коми, и они посмотрят, что можно сделать, и выйдут, я думаю, с проверкой к вам. Хорошо. Угу. Только вы знаете, вы адрес записали, вы что-то это... А может сотовый телефон вам дочери или как? Давайте, будет очень удобно. Сейчас, подождите, я посмотрю, потому что я уезжаю послезавтра, у меня не будет. Вы будете мне звонить, а я буду в другом городе находиться. Ишинина Сейчас, Татьяна минуточку. Владимировна. 65 лет победы. Дом 15, квартира 28. Алло? Да. Ее сотовый 8904 Так. 86 Угу. 19 Так. 111. Угу. Все, записали. Еще хотели у меня что-то там с жилищной инспекцией. Вот всю информацию передадим вашу, и с вами свяжутся обязательно. А, письмо придет, да? Или позвонят? Позвонят. Угу. Ага. И в течение какого времени примерно? То у меня не будет так. У меня не будет до середины, до 20 числа октября меня не будет. А дочь ваша будет? А то что будет, конечно. Вот с дочерью свяжутся. Хорошо. Мгм, Спасибо. мгм, До мгм. свидания. Всего доброго. Кинолиния, здравствуйте. Алло. Алло, да, слушаем вас. Как вас зовут, откуда Здравствуйте, звоните? зовут меня Душнева Катерина Михайловна. Удальский район, председатель районного совета ветеранов. Так. Я бы вот, меня что волнует, значит, несмотря на невысокие пенсии в нашем районе, по сравнению с среднего по республике, мы платим очень большие суммы на это отопление своих квартир. Угу. Гигакалорий очень дорогой. На протяжении нескольких лет мы уже говорим об этом. Ну, нельзя ли как-то снизить, что ли, себестоимость этого одного гигакалория по Удальскому району? В сельских районах очень дорогой. Я вот сравниваю с Сыктывкаром и Срешлой. У нас уже 3000 скоро будет. 2850, по-моему, последняя цифра была озвучена в газете. Кто И это? мы очень были рады, когда Гайдер организовал коми-тепловую компанию для того, чтобы как-то сгладить вот эту разницу себестоимости одного гигакалория. А сейчас гигакалории все равно растет ежегодно на определенную сумму инфляции и так далее. Но все же мы считаем, что очень дорого для нас, пенсионеров, платить вот такую себестоимость гигакалорий. Очень дорого. Галина Михайловна, с вами сейчас пообщается Олег Николаевич Рябинин, референт службы республики по тарифам. Послушайте, что он скажет вам. Галина Михайловна, здравствуйте. Да, Я действительно. все предполагаю, что он скажет. Да, Ну вот давайте послушаем. я с вами действительно соглашусь. Послушайте, Я с конечно. вами Что я соглашусь, обращаю да. внимание? Дорогое Галина тепло. Михайловна. Социалина Михайловна. Социалина, простите. Социалина Михайловна, да? Да. Социалина Михайловна, я с вами действительно соглашусь. Дорогое тепло у нас в сельских населенных пунктах, но в том числе и у вас. Ну, вы, наверное, тоже, не буду вам повторять, скорее всего, вы в курсе, почему так происходит. В том, что у нас на селе и протяженность тепловых сетей очень высокая, разбросанность потребителей по площади очень высокая, соответственно, большие очень потери ресурсов при транспортировке возникают. Кроме того, у нас в сельских населенных, как правило, пунктах такая особенность, что падают объемы потребления и диаметры тепловых сетей, и мощность котельных рассчитана на высокие объемы потребления, и необходимо поддерживать эти котельные. То есть там в любом случае работают люди, там в любом случае, независимо от того, сколько потребителей осталось, нужно необходимую определенную температуру поддерживать. Поэтому проблема такая есть, все ее понимают. И мероприятия определенные проводятся для их решения. Я вас понимаю прекрасно, что вы очень ждете снижения тарифов. Что мы, пенсионеры, живущие в районах, без вины виноватые. Мы виноваты в том, что живем в районе в селе. И все расходы падают на наши нищенские пенсии. Я поняла. Социалина Михайловна, послушайте, что для этого делается. Вам Олег Николаевич хочет Я рассказать. очень хорошо хочу выслушать. Вот, Да. послушайте. Социалина Михайловна, ну вот в настоящее время как бы есть на самом деле два пути возможных для
о стабилизации тарифов в сельских населенных пунктах. Первый путь — это то, о чем я говорю, это проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности теплоснабжения в сельских населенных пунктах, да, на снижение себестоимости. Вот. Ну и второй путь — это дополнительные бюджетные субсидии для теплоснабжающих организаций. Но второй путь, как вы понимаете, он связан с ограниченностью бюджета Республики Коми. Не секрет, что уже сейчас республиканский бюджет Республики Коми определенную нагрузку денежную несет на себе, оплачивая часть затрат по сельским населенным пунктам. Поэтому все это делается, и все знают, что действительно, все понимают, что тарифы высокие. Знаем, что часть берет расходы на себя, но все же мы считаем, что сумма очень большая еще. Себестоимость очень большая. Салина Михайловна, еще позвольте жилищной инспекции добавить еще один способ, как уменьшить. Я думаю, что все на селе должны знать, что есть понятие социальной помощи гражданам. Именно социальная субсидия или субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, которая предоставляется, оформляется в администрациях районов. Обратитесь, пожалуйста. Мы об этом знаем. Но вот на сегодняшний день задержка оплаты вот этих субсидий на коммунальные услуги. В чем она выражается, задержка? Они дали пока субсидии не вовремя, то есть до конца сентября не выдали. Какая причина, я пока не знаю. Ну, на контроль возьмем. Ну вот посмотрите, кто виноват. То ли денег не было, то ли не вовремя, кто-то сработал. В общем, не вовремя. Человек пенсионер заплатил деньги, а потом жди вот эту субсидию. Неизвестно, когда ее получишь. Но этим нужно активно пользоваться, этими субсидиями. Активно, но Соцагентство. не все могут получить эти субсидии. В силу разных причин. Ну, давайте мы уточним, по какой причине задерживается в Ударском районе выплата этих субсидий. Ну, что я еще хочу сказать, что вот эта оплата жилищно-коммунальных услуг для нас, пенсионеров, это ежемесячный стресс. Мы всегда говорим, вот заплатили выше минимума. Понимаете? Салина Михайловна, оставьте, пожалуйста, свой адрес, чтобы мы В соцагентстве могли передать. В смысле, свой адрес? Свой адрес, да. Ну, я уже сказала, Райсовет ветеранов, председатель, Полина Михайловна. А вы имеете домашний адрес? Да, конечно. Да, конечно, да, Ну, да. домашний адрес не обязательно, но я вам скажу, село Косово, Ударский район, улица Наташи Трофимовой, 16, квартира 2. Бушинина Полина Михайловна. Все, спасибо. Спасибо вам за обращение. Вопрос возьмут на контроль. Ну, хорошо. Буду очень рада, если что-то получится в лучшую сторону. Спасибо вам. Всего доброго. Я думаю, найдем через администрацию. Марина, здравствуйте. Да, слушаем вас. Да, сейчас, секундочку, тут вопросы. Алло? Алло, здравствуйте. Добрый день, это Цыганкова Галина Ивановна, ваш постоянный вопросник. Галина Ивановна, слушаем вас. Значит, у меня вот такой вопрос, передо мной вот здесь вот тарифная бумажка такая, которая на 2012-2014 год. По Республике Коми 138,9 квадратного метра. Я так поняла, что мы немножечко, так сказать, пересусываем. Ну, не знаю для чего. Это первый вопрос. Второй вопрос. Передо мной за август месяц лежит извещение. Во-первых, в январе еще нормально было, а в августе они почему-то содержание текущий ремонт написали общий, выделили оттуда
Галина Ивановна, много вопросов задали. Давайте сейчас разберемся, кто начнет у нас Чего отвечать. разбираться? Сейчас посмотрим, кто вам ответит на ваши вопросы. Это слова, мне нужны бумаги. Кто? Кто начнет? Ну давайте... Галина Ивановна, давайте адрес скажите, пожалуйста, свой. Воркутинская, 3922, я последний раз была у Газера 28 или 30 января этого года. Нет, это Усинск. Усинск. Да, это Лучинск, Воркутинская, 39, квартира 22 у меня. Цыганкова Галина Ивановна. А назовите обслуживающую организацию. Алло. Какая у вас обслуживающая организация, Галина Ивановна? А у нас, мне противно ее называть, управляющая организация «Перспектива». У нас срочно, когда в суд, они на меня подали, потом я и встречный как бы подала. У нас срочно поменялся директор, теперь у нас Ахмеджанов, Амир, дальше не помню. Значит, Галина Ивановна, кто начнет? Олег Николаевич Рябинин начнет отвечать вам, референт службы Республики Коми по тарифам. Послушайте, что он вам скажет. Галина Ивановна, я в части содержания ремонта вам не скажу, не буду отбирать хлеб моих коллег. Да. Галина Ивановна, слышно меня? Да, сейчас слышно. Да. Я отвечу вам в части коммунальных услуг. Да? Я, насколько понял, у вас нет счетчиков тепла, да, и счетчиков общедомовых на электроэнергию, да? Нет, на электроэнергию у нас есть. Есть общедомовые. Мы не знаем, где они, там ничего не увидишь. У нас холодная вода, у нас в подвале уже вся поржавела, счетчик в том числе. Вот у нас счетчик только на это и на электричество. То есть у вас большие вопросы по тому, проконтролировать, как вам выставляются, правильно ли вам выставляются объемы, да? Кубометров за август месяц на общедомовые нужды. Я так понял, Галина Ивановна, у вас большие вопросы и сомнения в том, правильно ли вам выставляются управляющей компанией объемы коммунальных услуг. Чтобы нас сдохла эта компания, извините. Да. А вы у них запрашивали расшифровку, они вам предоставляли? Ой, вы знаете, мы только что у них не запрашивали. Мы 4 года интенсивно с ними работали по судам. Они вообще не бывают у нас последние 2 года вообще в доме, не контролируют ничего. Пока я не схожу, не приглашу, я вежливо просто приглашаю. Галина Ивановна, по телефону, конечно, всего тут не разберешься, да, во всех цифрах, да, вы понимаете. Если есть желание у вас такое, вы можете квитанции прислать к нам в службу по тарифам, и в том числе и в жилинспекцию, чтобы с жилуслугами разобрались, и мы тогда уже посмотрим досконально по цифрам. Запросим, если надо, управляющую компанию и так далее. Я правильно ориентируюсь по оплате? Вот выходит такая бумага, называется «Утверждены постановлением правительства Российской Федерации федеральный стандарт оплаты жилого помещения коммунальных услуг 2012-2014 год по Российской Федерации». Я неправильно пользуюсь? Галина Ивановна, вот эти стандарты, они утверждаются для того, чтобы рассчитывать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так даже мы не можем ориентироваться, сколько у нас квадратный метр стоит? Ну, вы можете сравнить с российской вот этой вот Я не цифрой? хочу сравнивать. Ну, эта цифра вам ни о чем не скажет и ничто не даст. Сколько у нас стоит 1 квадратный метр? Ну, возьмите свою квитанцию. Для моего ума. У меня очень много работы по дому. Так, ну вам для чего нужно вот знать, сколько у вас, вернее, сколько стоит ваш квадратный метр коммунальных услуг, вы можете по своей квитанции посмотреть. По квитанции? Да. А вы знаете, что они врут часто и очень хорошо. Я не верю, я не доверяю ни нашим депутатам, ни нашему Тиану драгоценному, он очень дорого нам стоит государству. А уж управляющая компания Назирову и вместе там, уж забыла фамилию его, мы вообще никто здесь им не доверяет, потому что у нас, знаете, несколько вольность. Галина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу помочь, насколько вам могу, с определением стоимости вашего квадратного метра. Хочу сказать... Опять плохо слышно. Галина Ивановна... Можно поднять трубочку. Это кто говорит? Галина Ивановна, здравствуйте. Зовут меня Морозова Любовь Анатольевна, заместитель директора по продаже тепловой энергии ТГК-9. Хочу сказать, что хочу помочь вам определить стоимость вашего квадратного метра. У вас есть в соответствии с действующим законодательством право на общем собрании принять решение о выборе способа управления, выбрать иную... Извините, я не хочу время тратить. Мы выбрали ТСЖ, который до сих пор не ликвидировали, не знаю, почему это. Мы в 2007 году
Кнопочку нажмите на микрофоне. Галина Ивановна и Любовь Юрьевна Доронина с вами сейчас пообщается. Ага. Галина Ивановна, мы уже с вами недавно общались, да, по телефону. Давайте, все-таки не очень мне осталось понятным следующее. Вы выбрали способ управления, да, своим многоквартирным домом, сами, на общем собрании. У нас старый остался не ликвидированный, то есть я не знаю почему. Но управляющая компания сама себя выбирает почти каждый год. В 2012 году только не выбирают. А нет, они выбирают в 2012 году, в декабре месяце на 2013 год. Управляющая компания Да, никак не может сама себя Не выбрать. случилось с этой компанией. Галина Ивановна, я не могу понять, каким образом управляющая компания сама себя выбирает. А это что, для вас новость? Выбирает управляющую компанию собственники. Значит, нужно активно всем собственникам принимать участие в А я собрании. соберу народ, и Мгм. вы им скажете, и все будет очень много смеха. У нас нет здесь никакой власти, у нас здесь ни суды, ни депутаты, а уж управляющая компания, она вообще не придерживается ничего. Она смотрит на Тиана, на депутатов, кому кто Галина Ивановна, хочется, то она и выбирает. Галина Ивановна, давайте по существу. Вот Хорошо, многие смотрите. хотят дозвониться. Мгм. Вот смотрите, А что я кладу трубочку? Я Не-не-не, Галина Ивановна, послушайте, что Любовь Юрьевна вам говорит. Я по существу сказала. Я не знаю, как еще говорить, кому говорить. Я Ну, говорю может, об тогда этом можно в 2000 проверить года. эту управляющую Я компанию, трубочку запросить передаю документы. адресу. давайте. Потому что я думаю, что нам не о чем говорить. Галина Ивановна. Галина Ивановна, послушайте, пожалуйста. Галина Ивановна, послушайте, пожалуйста, что вам скажут. Слышите? Ваша управляющая компания запросит документы, проверит все те факты, которые вы озвучили. Давайте, на сегодняшний момент есть два понятия. Есть государственный надзор жилищный, да, и есть муниципальный жилищный контроль. Есть статья в жилищном кодексе. Вот смотри, Галина Ивановна, есть статья в жилищном кодексе, которая Муниципальный. называется муниципальный жилищный контроль. Сейчас каждый... Мы сразу отбросим. Не нужно отбрасывать. Есть статья в жилищном кодексе 165, которая не позволяет муниципальным властям уходить от контроля за использованием и в том числе за выбором управляющей компании. Поэтому вам нужно обратиться в том числе и в наш адрес, да, как государственного жилищного надзора, и в муниципальный жилищный контроль, то есть который должен быть создан при администрациях, в администрациях муниципальных образований, с просьбой разобраться, почему до настоящего времени не ликвидировано товарищество собственников жилья, да? Если есть на то основание по его ликвидации, и наш надзор, жилищный надзор, тоже вправе обратиться с иском в суд, если это товарищество не выполняет обязательных требований, которые прописаны, да, законодательством, с иском в суд о ликвидации такого товарищества. Вы меня совсем не поняли. Я так много говорила, что вы ничего не поняли. Мы давно, мы даже в должность не вступили. Нам просто не дали. В 2000... Товарищество не дали? Товарищество? Да, Я так и не пойму, вы за товарищество там или... такой скандал был, нам вообще не дали, просто не дали. Ну, Виктор Степанович у нас знаменитый. Вот они, там очень шоу было большое, очень интересное. Ну, я не могу, я хотела передать трубочку. И пока комиссия не приедет сюда, пока Ну, я вы уже не поняла, посмотрите сделаю наши вывод. бумаги и бумаги управляющей организации, то трудно понять. Если я приезжала, Газеру показала, сколько мы платим, и что какие у нас в подвале что творится, и там сказано, что на 14 только процентов у нас дом. Галина Ивановна, как раз Давайте. вот скоро Мгм. Любовь Юрьевна к вам приедет Доронину. Давайте Ну, тогда я делаю вывод, что Я знаю, разобраться что она только на звонила, и месте. вопросов Мгм. нет, она пообещала, что она выполняет то, что сказала. Все, отлично. Давайте другим трубочку передаем. Я передам Кто там? трубочку. Здравствуйте. Здравствуйте, вас как зовут? Зоя Николаевна, я живу в бывшем общежитии. Я когда вам звонила, уже говорила о тарифах, да? У нас, короче, муниципальное жилье оплачивают люди 20,01 тариф, а мы, как собственники, платим 55,15. Сейчас нам тариф опять подняли, стало 57,51. Вот как бы лучше мне вот сделать, с вами переговорить, чтобы или мне к вам приехать, или вы к нам приедете, чтобы вам продать все эти документации, все, что у нас касается за эти года, чтобы посмотрели, и мы решили с вами вопрос по поводу тарифа. Потому что 175% у нас поднялась квартплата. Зоя Николаевна, с вами сейчас, наверное, Олег Николаевич Рябинин переговорит, да? По тарифам? Или Тариф нет? это тариф на что еще раз? Ну вот у нас муниципальное
ваше общежитие, все комнаты в общежитии муниципальные, да, и принадлежат муниципалитету, так я Ну, понимаю? сейчас уже собственников больше, Собственников уже больше. процентов, чем муниципалитета. В таком случае интересует вопрос, вот эту плату за квадратный метр, я так понимаю, за содержание и ремонт, да? Да, содержание, текущий ремонт, общее Ага. имущество. Кроме того, вы платите и за воду, и Да. за тепло, и ну, и за все коммунальные ресурсы. Да. Утверждал кто эту плату в Ну, это размере плату, как 57? они говорят, муниципалитет. Они говорят, они там с вами решили эти проблемы, это утвердили, но дело в том, что у меня был суд, и в 2008 году никто тарифы не утверждал. А. Это получается, у меня есть такие документы, где наша местная власть сама это все решает, и нам это все навязывает. В таком случае можно предположить, что вы самостоятельно, хотя у вас большинство собственников, решать вопрос по выбору способа управления не решаете этот вопрос. И муниципалитет вынужден, поскольку вы не реализовали это право по выбору, выбирать для вас по конкурсу управляющую компанию. Тогда Прокуратура действительно... уже выставила им вот этот вопрос, и они до сих пор не проводят конкурс по нашим домам. У нас 13 домов. Тогда на самом деле непонятно. Ну давайте, Плату? вот даже так. Короче, Смотрите. вот я сейчас понедельник звоню Маша Доронина, да, вот с ней созванивалась. Любовь Она Юрьевна Ваша с вами Доронина, я как раз разговаривает. и разговариваю с вами. Да, вот она сказала, что если ему перезвонить, и точно знать будет, когда она приедет. Нет, тогда приеду я к вам сама тогда с этими документами. Можно так сделать? Ну давайте приеду, разберемся. Муниципалитет вправе устанавливать плату только когда муниципалитет проводит конкурс по выбору управляющей компании по конкурсу. Ну, конкурса-то не было, уж сколько лет его нету. Они нам навязали этого Прохорова, а он хам из хама, вообще даже жить не может. Хамит постоянно ругается, матом может прийти, по столу стучать, больше ничего от него нету хорошего. И ничего не делается в доме. Не ждите муниципалов, соберитесь сами и выберите себе способ управления. Так они не дают нам уходить. Вот сейчас вот 15 общежитие, Да. которое было, вот тоже, вы приедете по поводу тоже ихнего проверки, да, вот они сейчас только вчера выиграли суд. То, что у них было свое собрание, они хотели вообще, не дают нам просто уйти. А так вот очень трудно и собрание проводить, потому что люди многие сдают квартиры свои. И мы хотели, чтобы прошел конкурс, чтобы вы приехали и проконтролировали, как это лучше делать, я не знаю. Помогите нам, пожалуйста, потому что мы сейчас готовим документы на президента уже. Зоя Николаевна, Любовь Юрьевна приедет к вам и постарается разобраться в вашей ситуации, хорошо? Все, ладно, Ну, все, ну, контакты здесь понятно. подошла. Есть, да, Всё, наверное? спасибо, Да. до Ага. Мгм, до свидания. У вас есть там еще кто-то? Усинск. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Насчет главного входа по Парковой, дробь 1, это 35-е общежитие. Это относится, это общежитие к этому, как называется, да, администрации города. И никто там, вход как летом закрыли уже больше 3 месяцев. И вот 20 сентября уже снесли, оно было просто закрыто, не снесенное. После просьбы жильцов через газету они снесли. Говорят, будем делать за счет муниципалитета колесо. Но сегодня я смотрю, запасной вход, ремонтом занимаются, там красят, подкрашивают. Видно, хотят на зиму так оставить. Я поняла, что никто ничего не будет делать с этим главным входом. Мгм. А как вас зовут? Угольникова. Как? Повторите, пожалуйста. Угольникова. Нет, а имя, отчество? Равина Рашидовна. Мы там живем с мужем, купили комнату. Мы платим. Вот на сегодняшний день у нас квартплата 3015 рублей. Мгм. Мы платим ежемесячно, добросовестно. Ни раковина не меняется, ничего не меняется. Мгм. Галина Рашидовна, Все с вами... слабые. Обещали в этом году какой-то ремонт делать. Я сама лично слышала в апреле месяце от Тяна, что в первом общежитии, 35-м общежитии будет ремонт. Но никакого ремонта нету. Мгм. Галина Рашидовна, с вами сейчас пообщается Любовь Юрьевна Доронина, зам руководителя Госжилинспекции Республики. Мгм. У меня вопрос. Главный вход, я так поняла, что снесли Главное, крыльцо. основной вход. Да. Мы сейчас входим с запасного входа. Мгм. Снесли крыльцо, да, с Да, целью... 21 или 20 сентября только снесли. А до этого он просто был закрытый, был он аварийный. Так. И какие обещания вам дают, что крыльцо будет отремонтировано? Вот через газету дали за счет муниципалитета. Но я сегодня поняла, что никто ничего этого не будет делать, потому что начали делать ремонт запасного входа. Он А вы- тут тоже в безобразном состоянии. А
общежитии сколько комнат? Простите. Мгм. Комнат сколько в общежитии? Пятиэтажка? Пятиэтажка. Да. Ну, во-первых, в данном случае нарушается еще и закон о пожарной безопасности. Вот, я о чем и говорю. Если не будем применять, я, наверное, к пожарникам уже пойду. Ну, да. Напишите к нам обращение Это куда к вам? в Государственную жилищную инспекцию. Через кого? Через ЖКХ? Зачем? Напрямую? От себя лично. Ага, это здесь надо спросить, да? Да, Да, у вы нас посмотрите. есть и там в Усинске есть наш территориальный орган Государственной жилищной инспекции Ага, по поводу, так сказать, аварийного состояния крыльца. ага. Ну, в общем, нету тут входа, совсем нет, он забитый уже, все. Мгм. Всё. Напишите, пожалуйста, письмо. Хорошо. Алло, у вас есть кто-то еще там? Усинск. Спасибо большое. Все, спасибо вам, всего доброго. Ну, Любовь Юрьевна, съездите в Усинск с пользой дела, да? Сколько уже обращений к вам поступает? Прямая линия, здравствуйте. Я звоню из Усинска. Вопрос можно задать, скажите? Да, конечно. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Моя фамилия Левченко, Людмила Петровна. Угу. Проживаю в приватизированном общежитии по 60 лет октября 2. Угу. У меня вопрос такой по тарифам. Скажите, пожалуйста, вот у нас за содержание и ремонт жилья приватизированных общежитий в строке, значит, я оплачиваю 58 рублей 51 копейку. В том числе туда входят и 4 вахтера, которые должны дежурить, и комендант. Угу. То есть, если по пунктам, что в эту 58 рублей за 1 квадратный метр входит, мы этих услуг не получаем с мая 2012 года. Угу. Мы вообще их не получаем. Я написала заявление. У нас управляющая компания, значит, общество с ограниченной ответственностью, жилкомхоз. Угу. Мне пришел отказ. Ссылаются на жилищный кодекс, что если по дому идут долги, что не предоставление мне непосредственно услуги, хотя я за нее оплачиваю, перерасчета никакого не будет. Правомерно ли это? Угу. То есть директор утверждает, что ссылаясь на жилищное законодательство, он вправе эти деньги, которые поступили, пустить там на зарплату работникам или еще на какой-нибудь другой фонд. Людмила Петровна, вам сейчас ответит Любовь Юрьевна Доронина, зам руководителя Госжилинспекции Республики Коми. Хорошо, спасибо. Мгм. Добрый день. Добрый Ну, день. во-первых, управляющая компания ваша категорически нарушает жилищное законодательство, которым сказано, что меры по ограничению поставки каких-либо там жилищных или коммунальных услуг управляющая компания вправе только по отношению к должникам. Это, во-первых. Поскольку, исходя из того, что вы сказали, вы являетесь добросовестным плательщиком, никаким образом такие меры по отношению к вам применяться не могут. И еще у меня вопрос к вам. Вот 58 рублей 51 копейка за квадратный метр, включая содержание вахтеров, устанавливал кто? Устанавливала местная администрация. Это постановление местное. У вас в вашем общежитии способ управления, первый вопрос, статус общежития снят? Снят. Снят. Значит, выбор способа управления кто производил? Вы, как собственники, или вы муниципалитет? знаете, я не производила, я даже с ними не подписывала никаких, то есть никакого договора вообще у меня с ними не было. Но я понимаю так, что там много социального жилья, и там жилищный фонд и много муниципального жилья. То есть большинство все-таки квадратных метров принадлежит администрации, да? Я так не думаю, хотя, конечно, нам эти данные вообще, у нас недавно был пожар на первом этаже. Мы утверждаем, что это был поджог, но нам до сих пор так и не сказали. Нас просто подожгли. Понимаете, все из-за того, что все-таки очень много этих комнат, и такой бардак творится, что это просто. Люди горели, выбрасывались с 4-го этажа. Вот. А способ больше, конечно, приватизированного жилья. Больше. Намного больше. Ну, тогда у меня к вам предложение такое. Любой из собственников, согласно в том числе и жилищного кодекса, вправе
инициировать проведение общего собрания, на котором решить как раз вопрос и выбрать самостоятельно управляющую компанию, чтобы вы могли и устанавливать тариф на содержание и ремонт, и решать многие-многие вопросы по содержанию и текущему ремонту вашего дома. То есть на сегодняшний день чего-то там другого не дано. Ждать, что кто-то решит вот эту проблему со стороны, ну, по крайней мере, не очень хорошо. То есть вам нужно самим тоже активно включаться и выбрать и совет многоквартирного дома, который бы отслеживал, каким образом управляющая компания содержит ваше общедомовое имущество. Мне сейчас, вот, допустим, это второй вопрос. Мне интересно, почему мне и куда я дальше могу обратиться по поводу того, что справедливо ли мне отказали в заявлении? Я уже вам сказала, что вам, как добросовестному плательщику, не вправе предъявлять какие-то, так сказать, санкции по ограничению вас в поставке жилищно-коммунальных услуг или перерасчете. Вам обязаны произвести перерасчет. Если не производится, я могу подать тогда в том, Конечно, если не отказ пришел? конечно. В том числе в судебном порядке. Перерасчет за некачественное предоставление услуг. Все, спасибо. Людмила Петровна, вам еще добавить хочет Ольга Михайловна Микушева, исполняющая обязанности начальника отдела по работе с территориями Департамента ЖКХ, Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики. Послушайте, что она вам скажет. Людмила Петровна, мы правильно поняли, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в размере 58-51 рассчитан с учетом услуг по содержанию вахтера и коменданта? Да, Но абсолютно по верно. факту этих услуг не оказывается. Нет, и очень давно этих услуг нам не оказывают. Так вот, я вот просто хочу еще раз акцент сделать. Любовь Юрьевна вам уже сказала, что если размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан с учетом услуги, которая не оказывается, управляющая компания обязана сделать перерасчет всем жителям данного дома. Поэтому обратитесь еще раз письменно именно в управляющую компанию и затем можете отстаивать свои права в судебном порядке. Все, спасибо, я поняла. Да, правда на вашей стороне в данном случае. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Скажите, а перерасчет абсолютно всем жильцам должны сделать? Я думаю, что всем. Размер платы должен быть уменьшен для всех жителей. Прямая линия, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Звоню к вам из города Усинска, меня зовут Ливанова, Тамара Ивановна. Я живу, значит, в доме, который, значит, был раньше, ну, как бы общежитием, только не студенческим, а для работающих. Но сейчас это уже статус, как бы, многоквартирного дома. Вот, значит, тут в повестке дня написано, что, значит, тут, как бы, о целесообразности ценообразования, то есть вот согласно выполненным работам. Вот я живу, у нас управляющая компания ООО «Жилкомхоз». Вот, знаете, живу как гетто. Вот сейчас уже нигде нормальные люди не живут в таких условиях. Очень грязно, я не знаю. Вообще ремонта никакого нет. Ну вот, по графе у нас, значит, проходит за текущий ремонт, содержание текущий ремонт жилого помещения. Обычно в многоквартирных домах, вот, которые тут вокруг, берут 20 рублей, ну там с небольшим, с копеечками. С нас берут 55 рублей. С одного, ну это я имею в виду, что это цена с 1 квадратного метра. И 20 там, 22, и 23, и 55. Вот, и если, допустим, вот я сейчас открываю газету, вот в Усинске, у нас местная газетка «Усинская новь», и вот там другие управляющие компании, там кровлю кроют, там, значит, крыльцо ремонтируют. Наша управляющая компания ничего не делает, но с нас берет в 2 с лишним раза дороже, чем те, которые, значит, многоквартирные дома. Я, значит, обратилась к управляющему в 2012 году, где-то летом. Объясните, за что с нас берут такие деньги? До сих пор ответа я не получила. Потом я обратилась в прокуратуру. Я написала, что, ну, считаю, что деньги необоснованно, значит, они берут с нас. Вот. И, значит, мне заместитель прокурора действительно написал, что
вот из расчета 55. Она мне дала, значит, такую распечатку, где, значит, написала, что у нас якобы, ну, когда есть снег, то у нас снега очень много денег съедает. Когда, допустим, мая снег сошел, а деньги надо брать, и вот они пишут, значит, ну, закупка белья, там, краски и так далее. Ни одного сантиметра. Вот 12-й год, 11-12 год и 13-й ни одного сантиметра не прокрашено. Вообще непонятно что. Но зато у них вот есть такие статьи, хозмуж, ну надо написать, значит, фонд, то есть мы оплачиваем там вот каких-то там сотрудников. Налоги от фонд я не только их оплачиваю, я как работодатель, сама вот безработная, но я их оплачиваю. Налоги от фонд, ладно, значит там сколько-то, да. Потом прочие расходы, которые вообще не расшифровываются, но которые составляют, если вот за май 2012 года по всему дому было израсходовано 197 698 рублей, то прочие расходы составляют 71 тысячу, которые не расшифровываются, 36% от этого всего. Теперь, значит, вот оставили у нас одного вахтера. Этот вахтер, он вообще-то ведь не нужен, но этот вахтер, значит, выполняет роль живого почтового ящика. Вот она работает с 8 и до 5, это вахтер. Вообще, кто его видит? Люди, которые работают, они уходят к 8, где-то в 7, пол-8, не видят ее. Значит, приходят где-то пол-6, 6, они не видят ее. И, значит, надо еще умудриться, причем в субботу, воскресенье у нее выходной, в пятницу она только до обеда работает, и вот надо у нее как-то получить хотя бы, уж не говоря о том, что, может, какие-то посылки, там, газеты, уже не свежие получаешь через полнедели. Вот, и мы сколько просили уже депутатов всех, ну, нам повесьте ящик почтовый, обещали в конце августа, до сих пор нет. И вот мы зависим. Была в газете статья, значит, почему во всех жилых домах многоквартирных нет ни коменданта, ни вахтера, почему только вот в этих домах? И, значит, вот пишут, что это было когда-то по приказу, но сейчас все это еще как бы надо. Понимаете, вот я, например, если у меня какие-то неполадки, я чем пойду коменданта искать? Я пойду прямо в управляющую компанию. Комендант — это на моей шее как бородавка. Вахтер на моей шее как бородавка. Никто ничего не объясняет. Значит, было собрание 9 июня, объявление в самом темном углу повесили мелким шрифтом. Но поскольку я как-то по телевизору слышала заявление директора управляющей компании, что будет отчетное собрание в конце мая, и вот я в конце мая вахтера все спрашиваю. Но я же тут, я не работаю, я подхожу, спрашиваю, когда? Значит, еще не было у нас собрания, не было объявления. Вот она мне ткнула пальцем в дальний угол, где я еле-еле разобрала. Ну и в итоге я одна пришла на это собрание. То есть люди не хотят, им нечего сказать. Они не хотят отчитаться, им нечего отчитаться. Деньги берут необоснованно. Прокуратура там подавала в суд, суд отказал в иске, значит, не объяснив причину. Тамара Ивановна, давайте ближе к делу. Так вот на каком основании по всему городу берут 22 рубля, с нас 55 рубля и ничего не делают? Как так можно? Кто за этим следить-то будет? Давайте сейчас вам Любовь Юрьевна Доронина, замруководителя Государственной жилищной инспекции республики, все разъяснит. Ну, давайте. Тамара Ивановна, день добрый. Здравствуйте. Я вот на ваш сразу последний вопрос и отвечу. Почему во всех других домах, многоквартирных домах берут 20-22 рубля, а у вас вот 55 рублей? Да. Потому что другие многоквартирные дома, собственники, по инициативе которых созываются общие собрания, и на общих собраниях выбирается способ управления, а именно, или выбирается способ через товарищество собственников жилья, и они уже потом решают вопрос, сколько платить за квадратный метр, что входит в эти 22 рубля, то есть утверждают перечень работ на эти 22 рубля. Калькуляция. Да, то есть калькуляцию, да, перечень работ. Да. Или же на этом общем собрании выбирается какая-то управляющая компания, которая говорит им, что за эти 22 рубля я вам буду вот это и вот такие-то работы выполнять. Поскольку в вашем общежитии
И исходя из того, что вы сказали, статус общежития тоже снят, да? И Да, теперь ваш нет. дом У нас уже... приватизированная комната, это как бы многоквартирный дом, Да. но когда-то было решение, и вот решение через 2 квартала ты управляешь компанией до сих пор, до сего дня не дошло. Вот, так и получается, что теперь вы тоже просто многоквартирный дом. Да. И собственники, любой собственник вправе инициировать проведение собрания, выбрать свой способ управления, определить стоимость, чтобы не оплачивать, допустим, как вы говорите, ненужного вам вахтера и коменданта, Да. и утвердить перечень работ, и строго спрашивать с управляющей компанией. Сейчас есть разные формы, есть и, так сказать, так называемый общественный контроль, выбрать совет многоквартирного дома и требовать, и если управляющая компания будет нарушать, не будет выполнять заказанные вами работы, то эту управляющую компанию точно так же можно переизбрать. Дело в том, что вот эта компания, которая к нам пришла, ну, вот в 12-11 году, она сама, ее никто не выбирал, она сама. И вот везде, чтобы было собрание, я вот не работающий пенсионер, не было собрания, и все говорят, что не было собрания. Вот откуда взялась, ну, кому-то надо было место рабочее занять, потому что там убрали из администрации, вот зачем председатель. Он очень-то неплохой человек, и, знаете, получает зарплату не меньше тех директоров управляющей компании, которые все лето как пчелки трудились. Он пальца не стукнул, но живот не похоже припевающий. Тамара Ивановна. Тамара Ивановна. И потом вот вы говорите, надо взять какой-то, я не знаю, мы просто не хотим на свою вот ответственность взять вот это все запущенное помещение. Я им показала, что, знаете, вот есть такие дома, вот в Татарстане у меня внуки живут, там, знаете, вот ровесник нашего дома, так там что только не сделал, такое и утепление цоколя, и, значит, шпаклевка швов, панельный дом, и, значит, эти самые укрепления балконов, и кровля. В подъезде там эти пластиковые окна поставили, почтовые ящики поменяли, кодовый замок, значит, не кодовый, вот эти... Тамара Ивановна, мы вас понимаем. Внутреннюю дверь поменяли. Тамара Ивановна, послушайте, пожалуйста, ну вот как Любовь Юрьевна сказала, что все в ваших руках, понимаете? Вы можете сами... В смысле, вот, когда они хотят скинуть это, конечно, на нас, но это же они пальцы, сколько вот управляющей компании, нам ни тепловую сеть, ничего не поменяли. Ну вы же можете создать ТСЖ. Тамара Ивановна, Не боятся. ага. В любом случае за вами остается право обратиться и к нам в инспекцию, и в администрацию, поскольку, как вы утверждаете, что вот эту цену в 55 рублей вам установил муниципалитет, Да. вероятнее всего, что они и выбрали для вас по конкурсу управляющую компанию. И, естественно, муниципалитет и устанавливает плату за 1 квадратный метр, исходя из конкурсной документации. Чтобы вот, я не говорю, что все вот на вас надо свалить, да, но вы, как собственники, никак не должны в стороне оставаться, вы должны отстаивать свои права. И настоятельно вам рекомендую. Обратимся в муниципалитет, но вряд ли у нас сейчас наш мэр занят установками этих самых памятников. Там памятник Комарока, памятник Оленя, там мотоцикл поставили, нефтянику, там еще какой-то памятник тоже. Им до нас дела нет, а у нас вот эти дома уже где-то около 40 лет, которые не ремонтируют. Тамара Ивановна, давайте по существу. Обращайтесь, Так, ладно, я обращайтесь к понимаю, нам в инспекцию, мы накажем эту управляющую компанию за ненадлежащее содержание Да, общедомового ну прямо это не знаю, в трущобах. Нет. До свидания. Мгм. До свидания. У нас сегодня один УСИНС. Да. Один УСИНС. Я вообще И думала, понятное дело, на какую управляющую компанию нужно проверять. И об этом знает вся республика теперь. Муниципалитет надо проверять. При Марине, здравствуйте. А не управляющий. Здравствуйте, Измаильский район, поселок Межайка, Сачков Анна Михайловна, пенсионерка. У меня к вам такой вопрос. Могу сказать? Конечно, слушаем вас. Живу в 12-квартирном двухэтажном доме, ну, поселок старый, богатый, 1985 года рождения постройка, деревянный. Меня интересует, вот у нас подъезды, мы платим за содержание ремонт жилья, у нас подъезды, мы сами убираем, отопления нету, никто нам ничего не дает, снег где мы убираем. И почему я плачу еще им 680 рублей, мы с дедом, дед туда, не живет.
управляющей компании как называется? Вы знаете, у меня как раз не там жилфонд, это, видимо, Айкина. Вот обидно, что вот мы убираемся, все делаем чисто по жизни, Петербурга, что мы можем? Снег зимой сами убираем, все сами, мы гвоздика, мы лампочки не берем. А я еще им плачу 680 рублей каждый месяц. А в вашем доме двухэтажный дом, а квартир сколько? 12 квартир, двухэтажные дома, это поселок, двухэтажные дома, 12-квартирный дом. Вы как-нибудь собирались на общее собрание? Мы об этом все время, они же приезжают, они видят, как мы в условиях живем. Видят, что мы платить не обожаем. Мы спасибо Господа, что мы еще содержим, все сами ремонтируем. Дом стоит у нас, вы знаете же, так зимой в одну сторону, летом в другую идем. И прямо обидно, я бы эти деньги лучше внукам выдала. Я согласна, тепло у нас, вода есть, ну какая, у нас нету газа, ну своя вода, ну котельная своя, да? Это я понимаю, я плачу благодарна. Но им-то я за что плачу, если я подъезды сама мою, с соседками хороший нас подъезд, чистенько. Снег зимой сами берем, но ничего нам не делают. Обидно. Обидно так, обидно. Ну вот, смотрите, вы в любом случае можете обратиться... Да, куда? Фонит, да? У нас есть в Усть-Вымском районе... Я слушаю вас. Да. У нас в Усть-Вымском районе есть инспекция, да, наш территориальный орган. Обратитесь туда, чтобы они проверили управляющую компанию именно на предмет содержания и текущего ремонта вашего общедомового имущества. Что именно они делают? То есть проверили вы вот этот перечень работ и удостоверились, так сказать, выполняет это управляющая компания или не выполняет она их. Хорошо? Хорошо, но дело в том, что у нас весь поселок этим недовольны. Вот весь поселок платим деньги, у нас бы квартиры были эти золотые бы. Сколько я плачу вовремя. Вы понимаете, и оказывается, самое главное дело, при всем имуществе, они приезжают к нам, они видят, что дома старые, изношенные, они в городе Айкино, и то меньше платят, чем мы здесь. Ну, Вы понимаете, просто не обидно, за что я за содержание, ремонт жилья плачу 680 рублей. Не только я одна, мы все такие. ну давайте, чтобы развеять все ваши обиды, давайте разберемся. Обратитесь, посмотрим, хорошо? Хорошо. Моя фамилия Точко, если что. Живу я в поселок Лежайка, вот я открыто говорю. Будьте добры, скажите нам, ответьте, пожалуйста. Контакты, может, тогда оставите? Анна Михайловна, Адрес? адрес, да, или телефон? Ну, телефон, вот мой телефон высветился у вас. Нет, у нас не высвечивается, вы назовите. Назвать 8912 Так, 155 так, 76 38. записали. Спасибо. Спасибо вам большое, счастливо вам. Спасибо, Спасибо, вам всего также. доброго. До свидания. Да, конечно. Так, подождите, тогда у нас телефонный звоночек, потом уже лично. Прямая линия. Здравствуйте. С поселка Чиль-Хуторского района звоню. Да, слушаем вас. А как вас зовут? Вот платим мы за ремонт и содержание, но у нас ничего никогда не делается. Я плачу 800 с чем-то рублей. А что если бы по заявлению, вот что сделали, за это и заплатили? Они каждый месяц берут дань, а ничего не делают. И заявление писала, и бесполезно. Я плачу посторонним людям, канализация прорвала внутри. И 1000 рублей еще несу туда, в ЖКХ, и бесполезно. Начальник только улыбается, вот я только что от него. И что делать, я не знаю. И он до сих пор улыбается, да? Да, и крыша течет, и вот 2 заявления уже взяла, сначала Лето сказала. Пришли, залезли на чердак, там ведро стоит. Сказали, там еще мало воды. Слезли и ушли. Я не знаю, это уже до трясучки доводит. Вас зовут как? Ольга Васильевна. Куда ему Ольга Васильевна? Ольга Васильевна, вот что я вам скажу. Во-первых, законодательством, да, жилищным установлено, что любой гражданин, будь то собственник или наниматель, вправе требовать от управляющей компании, которая ненадлежащим образом выполняет свои обязательства договорные, то есть ненадлежаще содержит общедомовое имущество,
не ремонтирует ваши подъезды, не выполняет другие, да, свои договорные обязательства, вы вправе требовать от них перерасчета. То есть вот отвечая на ваш вопрос, платить вы, естественно, и должны им платить только за то, что они выполняют, и требовать, в том числе в судебном порядке. И сказали, через суд мы все равно с вас берем то, что вы не платили. Вот в чем еще дело. Я так платила каждый месяц, а второй месяц я не плачу, у меня руки опустились. Нет, вы знаете, это не совсем правильный путь, когда вы просто-напросто прекращаете оплату. Вот в таком-то случае они как раз на вас подадут в суд и еще и выиграют. А если управляющая компания не выполняет работы, которые вы назвали, как раз вы на них в суд-то должны подать с требованием перерасчета. Но сначала вы к ним обратитесь с письменным заявлением, требуя от них перерасчет. Не устно сходите и посмотреть на улыбающегося директора, а с письменным заявлением обратиться, что я требую перерасчет, так как не были выполнены вот эти работы. В противном случае вы напишите, оставляя за собой право обратиться в суд и в судебном порядке решить вопрос о взыскании с них, о перерасчете. Хорошо? Угу. Спасибо вам за обращение. Время нашей прямой линии заканчивается. Давайте после прямой линии сейчас примут, хорошо? Давайте еще раз повторим, что делать гражданам, которые не согласны с порядком формирования платы, да, за ЖКУ и считают, что тарифы не соответствуют тем выполненным работам. Что вот делать в этом случае? Ну вот как мы уже столкнулись с многими причинами, да? Прежде всего нужно жителям, если непонятно, за что он платит, или он считает, что он платит необоснованно высокую цену, стоимость, он должен обратиться... Говорите там. Да? Человек должен обратиться в свою управляющую компанию. И первым делом он должен попросить перечень работ и услуг, в соответствии с которым рассчитан размер платы за содержание и ремонт жилья. То есть он должен посмотреть, какие работы и услуги обязуется выполнить управляющая компания за эту стоимость. И дальше он уже смотрит, выполняет управляющая компания эти услуги или не выполняет. Если не выполняет, он должен обратиться, может обратиться в управляющую компанию за перерасчетом. Или же в жилищную инспекцию, вернее, и в жилищную инспекцию для того, чтобы она уже наказала управляющую компанию за то, что та не выполняет своих обязательств. Вот это первые шаги, которые человек должен сделать. Спасибо большое за участие. Сейчас, я думаю, после прямой линии примем уже на личный прием тех, кто хотел бы задать свои вопросы. Спасибо большое за участие.